Музыка, как и мысль, всегда с человеком, если даже он молчит, погруженный в себя, в свои раздумья, в созерцание окружающего мира. В этом одна из удивительных форм познания действительности. Когда в человеке пробудилась потребность наслаждаться гармонией звуков? Когда открыл он в струне поющий сокровенный и вечный язык живой души? Никто не знает. Быть может, стон тетивы тугой подсказал ему способ извлечения звука. Не так ли родился хомус, донесший до нас с незапамятных времен напевы и наигрыши, печаль и радость наших предков? Алато — Кыргыз мекени, Алато — родина киргизов. На этой земле, среди этих великих гор, киргизский народ слагал свои древние мифы и эпические сказания, свои песни и музыку. Живя среди этих гор, он отстаивал свою землю от бесчисленных нашествий. Он боролся и мечтал о счастье с надеждой на лучшее будущее. Эти надежды и чаяния нашли свое глубокое выражение в самобытном художественном творчестве кочевого народа, в искусстве слова, в искусстве пения, в искусстве музыки. Об этом речь. Рождается человек. Как и повсюду, его появление на свет сопровождалось благопожеланиями предков. Через купол юрты впервые взирал киргиз на родное небо, напутствуемый добрыми заклинаниями. Да будет купол юрты твоей высоким, как само небо. Да будет просторно тебе среди этих гор. Сохрани, приумножь и обнови добытое нами наследство. Пусть ремесла, непознанные нами, будут познаны тобой. Пусть тайны искусств, не открытые нами, будут открыты тобой. Так было всегда. Предки желали потомкам лучшей доли
и превосходство в способностях. Yerler barralı Cayağım yaralı Atım Yengaya şaygıran tüm bolsa tünemini bulup da arkadan erkek olacak. Biri bozdup kalgan beybaktın günemini ya bulut dep Yırıp kaldım buyruğu ayaş götürüp özgü çaracak. Yep gök yaldardan ayrılıp gömülsüz kalgan beybaktın Göt çaktığının erkek bağlacak. Tağdaki cılkı toğutsan tovurçaklıdan aramaz. Tovurçak gülükmeyesi yok. Oşunu tozu velin alar yetsiz yok. Hazırda cılkın altısam argımak buğdan aralaş. Argımak gülükmeyesi yok. Oşunun hayda veli kuyuresi yok. Bu karanlık tüm böldün emine degen gün boldu de oşundu çırkara vekamıyla pırkurap. Oşo çıktı gök jalgan atandın gözüyle gün. Hey ayaşan belesi giyik bezindi 5 gün çürük dol dedin. Anlatkın bezindin cayı oldu koru dedin. Baygambar bas bezindin kazık kuygun morun kaynatırı şorborun. Ulamadan uladın kaygılga varıp gelipsin canındaki jaranın canga şırılgan karandı. Kaynavatkan kabırga batırmeleke karma beripsiz. Ay benim ayaşını sen kedipsiz. Çağday vakti var kındın argın bilen kalkınan amene sen ketsin. Canastıra sansan arjolta ayda bilsin sonlukla arkasına dökülür. Anam seyircinde meleke ona karmağa beripsiz. Через многие эпохи и столетия, через многие бурные броды и лютые перевалы истории пронес киргизский народ сокровищницу своей интеллектуальной культуры сказания о Манасе. Вобравший в себя художественный гений кочевого народа, его многотрудную судьбу, его национальный характер и жизненный опыт, его быт и фантазию, его мировосприятие, его нравственные и духовные ценности. Зародившаяся некогда песнь-баллада о доблестном воине, защитнике соплеменников, песнь о Манасе, складывалась усилиями многих поколений киргизского народа в гигантскую поэму, хранительницу минувшего, достигнув к XIX веку своей эпической вершины, как одно из выдающихся устно-народных творений мировой культуры. Эпос Манас всей своей мощью и правдой выразительных средств утверждает киргизский народ духовно, этически, эстетически, так же, как утверждали в развитии человеческой культуры индов и греков античные эпопеи.
aldım canımda bir carağım. Can koşulgan kıranım altayga minir, buğdanım arkaklar tuğganım. O meğer sırgaktı cevaldım. Bejinge vargan can ölüp, takırıkta kütümen kol ölüp, muzburu çakıp köka Вот он. Вы его видите и слышите. Один из последних феноменальных сказителей, Саякпай Каралаев, со слов которого была записана трилогия Манаса. Варианты Манаса составляют ныне около 1 миллиона стихотворных строк. Kakanga girip kayrılıp kararılıp oturgan, kavlandan ayrılıp cal kuyruğun takırı çok sopol olup gel atam. Yüzümen ayrılıp men tok olgana bulup gel atam. Бесконечная многозначность и богатство эпопеи Манас в наши дни явились источником развития новой национальной художественной культуры, обретая новые черты и формы в новых, доселе неведомых видах искусства, начиная от драматических спектаклей до крупных современных музыкальных произведений. Таким была первая национальная опера «Айчурек», которая открывалась в Москве в 1939 году, первая декада киргизского искусства и литературы. Первая опера, первое художественное полотно, первый оркестр, первый балет. Тогда у нас все было впервые, все вновь, все начиналось от начальных шагов. Могучие импульсы Октябрьской революции пробуждали в недрах отсталых народов новые творческие силы. Так начинались коренные культурные преобразования. Так возникала социалистическая культура советского Киргизстана. Айтылы сұлу сенікі, даңаш кірі гүлі менікі. Ақшым қарда алып кеткен, ақындың айлалу тағатың ей. Түректей та, түректей та, түрек, түрек, ей. Перед киргизами открывались широкие пути в неведомый прежде мир большого современного искусства. Это было захватывающее, но чрезвычайно трудное переходное явление, означавшее в историческом масштабе шаг от вековой национальной изолированности. Уникальная эпичность и обостренная наблюдательность прежнего образного мышления, присущая кочевому укладу быта, уже не соответствовали новым художественным задачам новой жизни киргизского народа.
gana tez keva, tepsurava. Meni teksiz bir adam dedim de, halkımdı gana terip tepsurap. Meni halkımdan kaybı yedim de ya. Yerimiz hem kol hem damaz, adamı söz göndermanaz. Bu yerde durup ne temiz, o ceme şu kardı vergin ketemin. Сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Соколов поправил мол, правит мол, Соколов поправил мол, правит мол. Золотой небо презирает, насмехаясь изменяет, а кумир телец родной. В угождении Богу сватом край на край встает войной, и людская кровь рекой по клинку течет булава, люди гибнут Io senza dar risposta mi disfarò nascosta un po' per ceglia e un po' per non morire come prego in fondo intero tutto il tempo Проблема национального искусства решалась освоением опыта русской и мировой классики. То был путь развития и расцвета мастерства во всех жанрах и видах киргизской литературы и искусства. В этом смысле, пожалуй, наиболее наглядным примером могут служить становление и совершенствование киргизского театрального искусства и, прежде всего, балета.
Киргизы не знали балета, но вечное стремление к прекрасному, нашедшее свое выражение в таких редкостных видах музыки, как темир-хомус и флейта-чуор, это вечное стремление и любовь к прекрасному, высшим символом которого был знаменитый полет красавицы Айчурек в образе белого лебедя в Манасе, подготовили благодатную почву стремительного подъема киргизского балета на опыте русской классической школы. Этим хотелось бы объяснить рождение великой киргизской танцовщицы Бибисары Бейшеналиевой, творчество которой явило собой взлет, апофеоз, целую эпоху возникновения и расцвета киргизского национального балета. Тюрьму надо приказать, чтобы ночью очистили. Всех подгребло. Эх, Рома, не дали мне с буржуями до конца поиграться. Какой вы, товарищ, грозной жесток. А у революционера, товарищ Панова, сердце должно быть стальное, а грудь железная. Верно, грозной, Когда она у тебя? Золотая, что ли? Извини. Очень просто. А ну, покаж. Ну так я пошел осматривать. Да ну, грозной, покаж. Расстегнись. Брось. Рома, шутково. Да ну, не ломайся, свои. Да иди ты, нашел время. Товарищ грозной, расстегнуться, ну. Да чего на тебя? Два счета, грозной. Ну, что за шутки? Именем революции. Револьвер на стол. Что в карманах? На стол.
Ах ты бандит! Махна! А ну, марш на коридор! Рома, прости! Стой в стенке! Ну, живо встать! Развитие киргизского театра сопровождалось все большим выходом, все большим приобщением к русскому и мировому искусствам. Единство, сопряженность национального и интернационального дало возможность таким гигантам киргизской сцены, как Муратбеку Рускулову, сыграть почти все выдающиеся роли более чем 40-летнего репертуара академического театра от Тейбека, Курманбеки до короля Лира Шекспира. Қандай, қанткен менен балам сенсің, жүрегім жүріп тұрған қаным сенсің. Егерде мұның барын тақтабайсам, маға шыққан жара тарт, қаныма кірген идің болып денемді бұзған дал өзіңсің. Енді саға сөзім де тимейді, бардығым мезгіл сесін, қачанды бір кезде ұя табиғ қозғала қалса, ойдың olsun. Күдері түпей күтіп. Аңғаса, илегена сөлілерді соғылтып, бағарыңызды бағып тұрады. Кечиресиз. Ошентип багыш үчүн эч даярдык көрө элекмин. Эжем айткан тилди алыңыз. Биразыраак чуу салдыңыз, бирок аны унутуп койдук. Карыган соң тынч калыңыз. Иштин жөнүн эжем билсин. Бул сөздүн пайдасы кайсы? Эжемдики абдан туура. 50 киши толук жетет. Ушул азбы? Астурга эң эле көп. Багуу кыйын, коркунучу кошо бар. 100 чораңыз жылынып турса, эки жактан бийлик күчөп, бир үйдөгү тартып кетет. Эң акыры муну айтыңызчы. Сиңдим же менин кызматкерлерим. Сизге мыктап кызмат кылса, ошонун эмнеси жаман? Раско, милорд. Эгер жакпай калса, жазасын биз беребиз. Дагы кеп бул. Меникини аттанып чыккан сайын 25 гана киши аласыз. Корком, андан ашык эч болбосун. Мен силерге бардығын бердім. Ошондой убак жеткен ата. Бардығын беріп беріп, өзіме жүзсерен четтеп алғам. Эми ошондон 25 гана киши алам дегана. Ооба, ошентиңиз. 25. Бир да киши ашкамыз. Демек, жамандын да эч чеги жок. Өтө жаман көп болсо, орто жаман анчалык байкалбай калат. Немесе сага женим 50-25тен экесе арбын, демек сен де десе мактысың дейм. Кептин чынын айтсам 25 эмес, 5 же 10 киши да көптүк кылат. Андан экесе көп кызматчы сиз үчүн бизде даяр турат. Чоролордун эч бири керек эмес. Эмненин кереги бар, эмненин кереги жок. Эманы айтпай-ак кой. О Кудай, мен мынакей алсыз кедей. Жасым өтүп жабыркап бүткөн чалмын. Кызда тага касылган балким Кудай өзүң чыгарсың. Бирок мени келейке кылбай кайрат берип каарымды күчөт. Жок, качыга селмоз. Мен эми силерден өч аламын. Өчүм канткенде айтат. Балким көз жашын бүткүлдүүлүгө дүрбелей салат. Болкуна ойлашын себептеп толуп жатат. Ошондо да эч ыйламайм. Көз жашты төккөндөн көрө жер жүрөгүн кескилеп турат. Касым менен Алиман кол кармашып, чоң жолго жете барганча карап турдум. А дегенде Алиман үзөңгүсүн кармана жүгүрүп, анан ат үстүнөн аялынын маңдайынан өп, Касым сары жоргонун башын кое бергенде, төгүлгөн жаандай болгон жаныбардын чаңырактап кеткиче, Алиман кол кылгалы эле жүгүрө берди. Айтор,
кыйын күндөр башталды. Алдыгайда кыргын жүрүп кан төгүлүп жатканда биздин кармашканыбыз иш болду. Эркектер улам суюлуп фронтко кетип жатты. Суаңкулду аскерге алат экен деп эч бир ойлоп турмун. Ал колхоздо бригадир эмес беле? Бригадирсиз иш кылмак кайда? Бирок аны да аскерге чакырышты. Ай чыгагылайын жер! Табигаттан, жандуудан эң бийик жаратканы адам баласыбы? Дүйнөнү чаркын берген ким? Адам баласыбы? Андай экен бири-бирине залал келтирбей, тынчтыкта жашай албайбы? Айтчы чыныңды сырдаш талам, айткын мага чоң. И в тяжкие годы войны театр не прекращал своей патриотической миссии ни на один день. Он превратился в боевой театр на колесах, избороздивший дороги Киргизстана вдоль и поперек, в жару и холод. Беспрестанно течет река жизни народной. Чередой каравана поколения сменяют друг друга. В этом мире все приходит и все уходит, говорится в Манасе. Только память бессмертна, только слово бессмертно от человека к человеку идущее, говорится в Манасе, подразумевая под этим преемственность традиций народа, его культуру, его искусство, его духовное наследие. Наш караван идет из глубин седых веков. Он много видел на своем пути. Ни раз и ни два почти исчезали следы его в песках истории. Мы славим судьбу, что вывела нас к заре Октябрьской революции. Мы славим советскую эпоху, возродившую нас к новой полнокровной жизни в стране Алатау. В великой семье народов мы есть киргизы, часть советского общества. Наше искусство – одно из слагаемых многонациональной советской культуры. Мы гордимся своим искусством, приобщающим нас к тому единому целому, имя которому – советское искусство. Вот они перед вами, череда портретов зачинателей и корифеев киргизского советского искусства. Сегодня мы воздаем им дань уважения и признательности. Это они сохранили для нас прошлую дописьменную культуру. Это их трудом и талантом начиналось то новое, то наследие, которое мы храним, бережем и развиваем в наше время.
Bildim yaşayır yaşlanınca özünle Karaçın ötken zamanda kalkı adamdır. Ardından ülgürren kılman atan o babalar. Öpünde özü öldürüp atı menen barlar. Komuzdunu nişanlıp talantlar çıktı jarkıldap ala toğırrak kılpa. Azra alam dinedi kangalar. Halalme kalpa ayrımı yok karaçı. Kımrelgen ateştöy kırızdın o bası. Ardından ülgü kaltırgan akılman bakayo manası. Talantar urgup taşıgan talpınıp kök kanadı. Ulan tatı özelir kırgın Abi benim bakırga kaltırmay çaştın rıstı. Kanti bayt bayt toğul azır kıdır kaltırmıştı. Akıtala yer beri pürkülep oldu. Andayan tekerler oldu. Andayan Akıtala yer beri purmuş gülde oldu. Anlayaya
Сегодня нас разделяет огромная историческая дистанция от того, что было и что есть, от того, с чего начинали мы в первые годы советской власти. Критерии пройденного несопоставимы. Но мы не имеем права забывать ту великую, неповторимую эпоху революции, вдохнувшую неугасимый огонь новой жизни, новых дерзаний и устремлений в развитии национальных культур прежних колониальных окраин России. Снова и снова обращаемся мы к сохранившимся, волнующим нас кинокадрам первых попыток, первых начинаний формирования профессионального полифонического искусства. Прежние выразительные средства, предназначенные узкому кругу слушателей и зрителей в кругу юрты, претерпевали трансформацию. Время не ждало. Время властно требовало выхода искусства к народу, к массовым аудиториям. В этой буче кипучей, в этой жизни, охваченной революционными темпами преобразований, нельзя было медлить. Надо было заявить о себе, о народе своем, о искусстве своем, языком новой художественной практики. Надо было открыть новые возможности, новые средства выразительности. Пионеры искали пути от практики одиночного, созерцательного искусства к коллективному, динамичному искусству, отвечающему духу времени. Теперь мы можем сказать, то был подвиг, то был героизм, и мы никогда не забудем их роли, их вклада в нашу современную культуру.
Еще лет 100 назад Киргизия была неведома цивилизованному миру. Они узнавали как о географическом открытии. Символом нынешней Киргизии стала девушка в красной косынке с книгой на фоне заснеженных гор. Мы не те, что были. Мы не мы частица наиболее динамично развивающегося цивилизованного мира советского общества. Техническими достижениями в наше время, пожалуй, мало кого удивишь. Мерилом общего развития все больше становится уровень интеллектуальной культуры народа. Современная киргизская культура, уходящая корнями в глубины бессмертного Манаса, в основном является собой развитие художественной мысли в советский период. Путь, пройденный нами от импровизации Ахына к философской поэме, от патриархальных сказаний к многоплановым произведениям, от орнамента к монументальной скульптуре, от народных игр к театру и кинематографу, от хомуза к симфонической музыке. Это путь, пройденный именно в эти годы становления и возмужания нашей республики Советского Киргизстана.